В архивах Генеральной прокуратуры Кыргызстана хранится дело, к которому до сих пор имеют доступ лишь несколько человек. Номер дела засекречен, но его содержание способно перевернуть все, что вы думали о событиях 2010 года. В этом деле находятся банковские выписки, показывающие движение 16 миллионов сомов в последние часы перед штурмом Белого дома. Деньги исчезли из государственной казны 7 апреля, ровно за несколько часов до того, как толпа ворвалась в здание. Но самое странное не это. Самое странное, что 3 ключевые страницы из этого дела были изъяты неизвестным лицом уже после революции, когда новая власть начала расследование. Кто имел доступ к этим документам? Что именно было написано на тех страницах? И почему спустя 15 лет никто не осмелился поднять этот вопрос публично? Сегодня мы впервые покажем копии этих банковских документов и расскажем историю, которую пытались похоронить навсегда. Представьте себе обычного бишкекского таксиста весной 2010 года. Его зарплата составляла около 8 тысяч сомов. В месяц этого едва хватало на аренду однокомнатной квартиры в старом микрорайоне и скромную еду для семьи из 3 человек. Теперь представьте, что кто-то в те же самые дни тратит 16 миллионов сомов за одну ночь. Это эквивалент 2000 месячных зарплат того таксиста. Это деньги, на которые можно было построить 3 новые школы в регионах или обеспечить лекарствами все больницы Бишкека на целый год. Но эти деньги не пошли на школы и не попали в больницы. Они исчезли в хаосе революции, оставив после себя лишь загадочные записи в банковских реестрах и молчание тех, кто знает правду. В те апрельские дни 2010 года в коридорах Белого дома царила атмосфера, которую сложно передать словами. Охранники нервно переглядывались, чиновники жгли документы в служебных кабинетах, а телефонные линии были перегружены звонками. Один из бывших сотрудников администрации президента, который согласился говорить с нами только на условиях полной анонимности, вспоминает 6 апреля, за день до штурма, в здание привезли несколько больших спортивных сумок. Их внесли через служебный вход, минуя металлодетекторы и регистрацию. Охранники получили приказ не задавать вопросов и не заглядывать внутрь. Эти сумки пронесли прямо в кабинет на 3-м этаже, тот самый кабинет, где принимались ключевые решения последних дней режима. Что было в этих сумках? Наш источник утверждает, что видел, как одна из них случайно приоткрылась при переноске внутри, были аккуратно упакованные пачки купюр. Но официальных записей об этом перемещении денег не существует. Или они были уничтожены. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно вернуться на несколько недель назад. В марте 2010 года в южных регионах страны начались волнения. Протесты против повышения тарифов на коммунальные услуги переросли в требования политических реформ. Власть пыталась подавить недовольство силой, но это лишь разжигало огонь. К началу апреля стало ясно, ситуация выходит из-под контроля. Именно в эти дни, согласно банковским документам, которые мы изучили, начались странные финансовые операции. Крупные суммы переводились со счетов государственных предприятий на счета частных компаний, зарегистрированных буквально за несколько дней до этого. Эти компании не имели ни офисов, ни сотрудников, ни реальной деятельности. Они существовали только на бумаге. Их единственная функция — принять деньги и растворить их в финансовом тумане. Кто стоял за созданием этих компаний-призраков? Кто давал указания на переводы? И самое главное, куда делись эти деньги после того, как компании были ликвидированы сразу после революции? Среди ближайшего окружения президента был человек, которого все считали абсолютно преданным режиму. Назовем его просто советник.
Этот человек занимал ключевую должность в администрации и имел доступ ко всем финансовым потокам. Он присутствовал на всех закрытых совещаниях, знал все коды и пароли, контролировал движение документов. Внешне он выглядел как идеальный чиновник старой закалки, строгий костюм, сдержанные манеры, безупречная лояльность. Но в те апрельские дни советник начал вести себя странно. Коллеги замечали, что он часто уединялся для телефонных разговоров, причем всегда выходил в коридор или на лестничную площадку. Он стал задерживаться в офисе допоздна, когда все остальные уже расходились по домам. А 6 апреля, за день до штурма, он вообще не появился на работе, сославшись на внезапное недомогание. Это был первый раз за 10 лет его службы, когда он взял больничный. Совпадение или что-то большее? Мы еще вернемся к этому человеку, потому что его роль в истории с исчезнувшими миллионами окажется куда более значительной, чем кто-либо мог предположить. 7 апреля 2010 года началось как обычный весенний день в Бишкеке. Утреннее солнце освещало заснеженные вершины Алатоо, люди спешили на работу, дети шли в школы. Но уже к полудню атмосфера в городе изменилась. По центральным улицам начали стягиваться колонны протестующих. Сначала их было несколько сотен, потом тысячи. К вечеру площадь перед Белым домом была заполнена людьми. Они скандировали лозунги, требовали отставки президента, размахивали флагами. Милиция пыталась сдержать толпу, но силы были неравны. А в это время, пока на площади разворачивалась драма, в подвалах Белого дома происходило нечто, о чем широкая публика узнает только сейчас. Там, в служебных помещениях, куда не проникали камеры журналистов и куда не доходил шум толпы, несколько человек в штатском спешно грузили в автомобили коробки с документами и те самые спортивные сумки, которые привезли днем ранее. Свидетели утверждают, что машины выехали через запасные ворота еще до того, как протестующие прорвали оцепление. Куда направились эти автомобили? Что было в тех коробках и сумках? И почему никто не попытался их остановить? Когда толпа ворвалась в Белый дом, люди были шокированы увиденным. Роскошные кабинеты с дорогой мебелью, картины на стенах, ковры ручной работы — все это резко контрастировало с бедностью, в которой жило большинство кыргызстанцев. Но самое интересное обнаружили не в парадных залах, а в служебных помещениях. В одном из кабинетов на 3-м этаже нашли сейф, который был открыт и полностью пуст. Рядом с сейфом валялись обрывки документов, кто-то явно спешил и не успел уничтожить все. Среди этих обрывков активисты нашли несколько листов с банковскими реквизитами и суммами. Цифры были астрономическими. Один из этих листов попал к журналистам, и именно он стал первым доказательством того, что в последние дни режима происходили крупные финансовые махинации. Но когда новая власть попыталась начать расследование, выяснилось, что большинство документов исчезло. Банковские базы данных были частично стерты. Свидетели отказывались давать показания или внезапно меняли свои показания. Кто-то очень влиятельный явно не хотел, чтобы правда всплыла наружу. Через несколько дней после революции в Бишкек прилетел человек, о визите которого не было ни одного упоминания в официальных протоколах. Этот человек не встречался с новым руководством страны, не давал интервью, не появлялся на публике. Он прибыл поздно вечером рейсом из Москвы, его встретили у трапа самолета и увезли на темном внедорожнике с тонированными стеклами. Единственное, что известно достоверно, он провел несколько часов в здании одного из крупнейших банков Бишкека. Причем встреча состоялась глубокой ночью, когда банк был официально закрыт. Охранники банка получили указание покинуть свои посты и не задавать вопросов. Утром этот человек покинул Кыргызстан тем же рейсом, каким прилетел. Кем он был? Представителем какой структуры?
Что обсуждалось в ту ночь в пустом здании банка? И самое главное, какое отношение этот визит имел к исчезнувшим 16 миллионам? Бывший сотрудник службы безопасности банка, который дежурил в ту ночь неподалеку, рассказывает, что видел, как из банка вынесли несколько больших папок с документами. Эти папки погрузили в тот же внедорожник, на котором приехал таинственный гость. С тех пор никто не видел ни этих документов, ни того человека. Но после его визита все попытки расследовать финансовые махинации последних дней старого режима натолкнулись на глухую стену молчания. Чтобы понять, почему эта история так важна, нужно вспомнить, что происходило в Кыргызстане в те годы. Страна переживала тяжелый экономический кризис. Цены на продукты росли каждую неделю. Пенсионеры не могли купить лекарства. Учителя и врачи месяцами не получали зарплату. В регионах люди выживали за счет натурального хозяйства и денежных переводов от родственников, уехавших на заработки в Россию. На этом фоне новости о том, что кто-то вывел из страны миллионы, вызывали не просто возмущение, они вызывали ярость. Люди, которые вышли на площадь 7 апреля, требовали не только политических перемен. Они требовали справедливости. Они хотели знать, куда делись деньги, которые должны были пойти на их зарплаты, пенсии, больницы и школы. Но вместо ответов они получили молчание. Новая власть обещала провести расследование, создавались комиссии, назначались проверки. Но результатов не было. Почему? Неужели новые чиновники тоже были заинтересованы в том, чтобы правда не всплыла? Или они столкнулись с такими силами, против которых оказались бессильны? Одним из ключевых свидетелей тех событий был банковский служащий, который работал в отделе международных переводов. Назовем его Асан. В ночь с 6 на 7 апреля Асан дежурил в банке по графику, ему выпала ночная смена. Около 2 часов ночи ему позвонил непосредственный начальник и приказал срочно приехать в офис, хотя обычно ночные смены проходили в спокойном режиме без особых происшествий. Когда Асан прибыл, он увидел, что в здании находятся несколько человек в деловых костюмах, которых он никогда раньше не видел. Ему дали распоряжение провести серию срочных переводов на счета в зарубежных банках. Суммы были огромными. Асан попытался уточнить детали, но получил резкий ответ выполнять приказ и не задавать вопросов. Он провел операции, распечатал подтверждения и передал их тем людям в костюмах. Утром, когда начался штурм Белого дома, Асан понял, что стал свидетелем чего-то очень серьезного. Он сделал копии документов и спрятал их дома, опасаясь, что оригиналы могут исчезнуть. И он оказался прав. Через несколько дней к нему пришли люди, которые представились сотрудниками прокуратуры. Они потребовали все документы, связанные с той ночью. Асан отдал оригиналы, но копии сохранил. Эти копии он хранил 15 лет, боясь их показывать кому-либо. Только сейчас, спустя 1,5 десятилетия, он решился рассказать свою историю. Что заставило его молчать так долго? Угрозы. Страх за свою жизнь и жизнь своей семьи. Или он просто не верил, что кто-то захочет услышать правду. Документы, которые сохранил Асан, содержат информацию о переводах на общую сумму более 16 миллионов сомов. Деньги были отправлены на счета в банках Швейцарии, Австрии и Объединенных Арабских Эмиратов. Получателями значились компании с ничего не говорящими названиями, зарегистрированные в офшорных зонах. Отследить, кто стоит за этими компаниями, практически невозможно. Офшорное законодательство надежно защищает анонимность владельцев. Но есть одна деталь, которая может пролить свет на эту тайну. В документах указаны имена людей, которые подписывали распоряжения о переводах. Среди этих имен тот самый советник, о котором мы говорили ранее.
Тот самый человек, который считался абсолютно преданным режиму и который странным образом исчез из Белого дома за день до штурма. Теперь становится понятно, почему он не появился на работе 7 апреля. Он был занят совсем другими делами. Но действовал ли он по собственной инициативе, пытаясь спасти свои накопления? Или выполнял чей-то приказ, помогая вывести деньги тем, кто стоял выше него в иерархии власти? И если это был приказ, то чей именно? После революции советник не был арестован и не предстал перед судом. Более того, он продолжал жить в Бишкеке, изредка появляясь на публике. Журналисты пытались взять у него интервью, но он неизменно отказывался комментировать события 2010 года. Однажды, в 2012 году, он все же согласился на короткую беседу с корреспондентом одной из независимых газет. В этом интервью он заявил, что все обвинения в его адрес — это клевета и политическая провокация. Он утверждал, что никогда не имел отношения к финансовым махинациям и что его подпись на документах была подделана. Но когда журналист попросил его объяснить, почему он не появился на работе 7 апреля, советник резко прервал разговор и ушел. С тех пор он больше не давал интервью. А в 2015 году он внезапно покинул Кыргызстан и переехал в одну из стран Европы, где, по слухам, приобрел недвижимость и живет на широкую ногу. Откуда у бывшего чиновника, чья официальная зарплата составляла несколько сотен долларов в месяц, появились деньги на такую жизнь? Этот вопрос остается без ответа. Но многие в Кыргызстане уверены, советник знает гораздо больше, чем говорит. И, возможно, именно он держит ключ к разгадке тайны исчезнувших миллионов. Пока советник наслаждается комфортной жизнью в Европе, в Кыргызстане продолжают жить люди, которые пострадали от событий 2010 года. Семьи тех, кто погиб во время штурма Белого дома. Люди, которые были ранены и остались инвалидами. Предприниматели, чьи бизнесы разорились в хаосе революции. Все они задают один и тот же вопрос: где справедливость? Почему те, кто украл миллионы, живут в роскоши, а те, кто боролся за перемены, остались ни с чем? Этот вопрос звучит все громче с каждым годом. Люди устали от обещаний и пустых слов. Они хотят видеть конкретные действия. Они хотят, чтобы виновные понесли наказание. Но для этого нужны доказательства. И эти доказательства существуют. Документы, которые сохранил Асан. Свидетельские показания охранников и банковских служащих, записи телефонных переговоров, которые, возможно, до сих пор хранятся в архивах спецслужб. Все это может стать основой для нового расследования. Но кто осмелится его начать? Кто рискнет пойти против тех, кто до сих пор обладает властью и влиянием? Или эта история так и останется нераскрытой тайной, о которой будут шептаться, но никогда не скажут вслух? Представьте себе человека, который 30 лет проработал в системе государственной безопасности. Человека, который знал все секреты, все тайные ходы, все слабые места режима. Этот человек никогда не давал интервью, никогда не появлялся в новостях. Его имя не упоминалось в официальных документах. Но именно он контролировал самые чувствительные операции последних лет старой власти. Назовем его просто «Куратор». В марте 2010 года, когда в южных регионах начались первые волнения, именно Куратор получил задание разработать план эвакуации ключевых активов на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Он создал схему, по которой деньги можно было вывести из страны за считанные часы, не оставив следов. Эта схема включала использование подставных компаний, счетов в офшорных зонах и цепочки переводов через несколько стран. Но самое интересное не сама схема, а то, что произошло потом. После революции Куратор не скрылся и не уехал из страны.
Он продолжал жить в Бишкеке, работал консультантом в частной охранной фирме, изредка встречался со старыми коллегами. Почему человек, который знал все секреты, не боялся преследования? Что защищало его от ареста и допросов? И самое главное, какую роль он сыграл в исчезновении тех 16 миллионов? Сегодня, спустя 15 лет молчания, человек из его ближайшего окружения впервые соглашается рассказать то, что знает. Его показания заставят вас пересмотреть все, во что вы верили об этой истории. Бывший помощник куратора, которого мы будем называть Бакет, вспоминает, как в начале апреля 2010 года атмосфера в их отделе стала невыносимо напряженной. Куратор проводил закрытые совещания, на которые допускались только двое-трое самых доверенных людей. Бакыт был одним из них. На этих совещаниях обсуждались детали операции, которую называли кодовым словом «эвакуация». Бакыт признается, что тогда он не до конца понимал масштаб происходящего. Ему казалось, что речь идет о стандартной процедуре защиты государственных активов в условиях политического кризиса. Только позже, когда революция уже произошла и начались разговоры об исчезнувших миллионах, он осознал, в чем именно участвовал. Куратор лично контролировал каждый этап операции. Он выбирал банки, через которые пойдут переводы. Он утверждал список людей, которые будут иметь доступ к документам. Он даже определял время, когда должны быть проведены транзакции глубокой ночью, когда большинство сотрудников банков уже разошлись по домам. Бакыт помнит, как куратор повторял одну и ту же фразу: «Никаких следов, никаких свидетелей, никаких вопросов». Эта фраза звучала как мантра, которую должны были запомнить все участники операции. 6 апреля, за день до штурма Белого дома, куратор собрал своих людей на последнее совещание. Бакыт описывает эту встречу как самую странную в своей жизни. Куратор выглядел спокойным, даже слишком спокойным для человека, который должен был понимать, что режим рушится. Он методично раздавал инструкции, проверял, все ли понимают свои задачи, уточнял детали. Но в какой-то момент он сказал фразу, которая врезалась Бакыту в память: «После завтрашнего дня некоторые из нас станут героями, а некоторые — предателями. История сама решит, кто есть кто». Что он имел в виду? Предвидел ли он, что революция неизбежна? Или знал что-то, о чем не говорил остальным? Бакыт утверждает, что в тот момент куратор держал в руках запечатанный конверт. Он не открывал его на совещании, но несколько раз поглядывал на него, словно проверяя, на месте ли. Что было в том конверте? Приказ от высшего руководства? Список счетов, на которые должны были уйти деньги? Или что-то совсем другое? После совещания куратор уехал, и Бакыт больше не видел его до самого утра 7 апреля. Куда он направился в ту ночь? С кем встречался? И почему на следующий день, когда толпа штурмовала Белый дом, куратор спокойно сидел в своем кабинете, словно ничего не происходило? Чтобы понять истинный масштаб операции «Эвакуация», нужно посмотреть на цифры. 16 миллионов сомов — это не просто большая сумма. Это деньги, которые могли изменить жизнь тысяч людей. Давайте сравним. В 2010 году средняя пенсия в Кыргызстане составляла около 3000 сомов в месяц. 16 миллионов — это пенсии для 5300 человек на целый год. Или зарплаты для 2000 учителей. Или строительство 50 километров новых дорог в горных районах, где люди до сих пор добираются до ближайшего города по разбитым грунтовкам. Но эти деньги не пошли на пенсии, зарплаты или дороги. Они исчезли в лабиринте офшорных счетов и подставных компаний, а люди, которые вышли на площадь 7 апреля, продолжали жить в нищете. Пенсионеры экономили на лекарствах. Учителя работали на 2-3 работах, чтобы прокормить семьи.
Дороги в регионах оставались разбитыми. И все это время где-то в европейских банках лежали миллионы, украденные у народа. Разве это не преступление? Разве те, кто организовал эту операцию, не должны ответить перед законом? Но прошло 15 лет, а никто так и не понес наказание. Почему? После революции новая власть обещала провести полное расследование всех финансовых махинаций старого режима. Были созданы специальные комиссии, назначены прокуроры, начаты проверки. Но очень скоро расследование столкнулось с непреодолимыми препятствиями. Документы исчезали из архивов. Свидетели отказывались давать показания или внезапно меняли свои показания на противоположные. Банки ссылались на коммерческую тайну и отказывались предоставлять информацию о счетах. Зарубежные банки вообще игнорировали запросы кыргызских властей, прикрываясь своим законодательством. Один из прокуроров, который вел это дело, рассказывает, что каждый раз, когда расследование приближалось к важному прорыву, происходило что-то, что отбрасывало их назад. То ключевой свидетель внезапно уезжал из страны, то документы, которые должны были стать доказательством, оказывались подделкой, то появлялись новые обстоятельства, которые требовали проверки и отнимали месяцы работы. Прокурор признается, что у него сложилось впечатление, будто кто-то очень влиятельный специально саботирует расследование. Но кто? И почему новая власть не могла или не хотела этому противостоять? Есть версия, которую многие считают конспирологической, но которая объясняет очень многое. Согласно этой версии, операция «Эвакуация» была согласована не только со старым режимом, но и с теми, кто пришел к власти после революции. Звучит невероятно, правда? Как могли революционеры, которые клялись бороться с коррупцией, договориться с теми, кого они свергали? Но если посмотреть на факты, картина начинает складываться. Во-первых, ни один из ключевых организаторов вывода денег не был арестован. Советник спокойно уехал в Европу. Куратор продолжал жить в Бишкеке. Асан, банковский служащий, который провел переводы, не подвергся преследованию. Во-вторых, расследование было свернуто именно в тот момент, когда следователи вышли на имена людей из нового правительства. Совпадение? Или кто-то дал команду остановиться? В-третьих, некоторые из тех, кто занимал высокие посты в новой власти, внезапно разбогатели. Появились дорогие машины, элитная недвижимость, счета в зарубежных банках. Откуда деньги у людей, которые еще вчера были оппозиционными активистами без постоянного дохода? Может быть, 16 миллионов были не просто украдены, а поделены между старой и новой элитой? Может быть, революция была не свержением режима, а переделом власти и денег? Бакыт, бывший помощник куратора, утверждает, что у него есть информация, которая подтверждает эту версию. Он говорит, что за несколько дней до революции куратор встречался с человеком, который позже стал одним из лидеров новой власти. Эта встреча проходила в строжайшей секретности, в частном доме на окраине Бишкека. Бакыт не присутствовал на встрече, но он отвозил куратора туда и забирал его обратно. Он помнит, что куратор вышел из дома с довольным выражением лица и сказал: «Все будет хорошо. Мы договорились». О чем они договорились? Бакыт не знает точно, но он предполагает, что речь шла о разделе активов. Старая власть гарантировала безопасность и часть денег новым лидерам в обмен на обещание не преследовать ключевых фигур старого режима. Это объясняет, почему расследование было свернуто. Это объясняет, почему никто не понес наказания. Это объясняет, почему люди, которые должны были сидеть в тюрьме, живут на свободе и процветают. Но если это правда, то получается, что революция была обманом, что люди, которые вышли на площадь, рискуя жизнью, были использованы как пешки в игре элит, что справедливости не было и не будет.
Одним из самых загадочных эпизодов всей этой истории остается визит таинственного гостя из Москвы, о котором мы упоминали ранее. Этот человек прилетел в Бишкек через несколько дней после революции и провел ночь в здании банка, откуда были сделаны переводы. Кем он был? Бакыт утверждает, что знает ответ. По его словам, это был представитель одной из крупнейших российских спецслужб. Его задачей было забрать документы, которые могли скомпрометировать не только кыргызских чиновников, но и их российских партнеров. Дело в том, что часть денег, выведенных из Кыргызстана, осела не в европейских банках, а в России. Эти деньги были инвестированы в недвижимость, бизнес, ценные бумаги. И владельцами этих активов были не только кыргызские чиновники, но и их российские покровители. Визит московского гостя был нужен, чтобы убедиться, что никакие документы не попадут в руки следователей. Он забрал все бумаги, которые могли стать доказательством, и увез их в Москву. С тех пор эти документы находятся в архивах российских спецслужб, куда никто из кыргызских следователей не имеет доступа. Это означает, что полная правда о судьбе 16 миллионов никогда не будет раскрыта. Или есть другие источники информации, которые могут пролить свет на эту тайну. Оказывается, такие источники существуют. Асан — банковский служащий, который сохранил копии документов о переводах, не единственный, кто обладает доказательствами. Есть еще один человек, о котором до сих пор почти никто не знает. Это бывший сотрудник отдела информационных технологий того самого банка, через который проходили переводы. Назовем его Эрлан. В ночь с 6 на 7 апреля Эрлан дежурил в серверной комнате банка. Его задачей было следить за работой компьютерных систем и устранять технические сбои. Около 2 часов ночи он заметил необычную активность в системе, кто-то проводил серию крупных международных переводов. Это было странно, потому что обычно такие операции не делаются ночью. Эрлан из любопытства сохранил логи всех транзакций на внешний жесткий диск. Он не планировал использовать эту информацию, просто действовал по привычке как айтишник. Он всегда делал резервные копии важных данных. После революции, когда начались разговоры об исчезнувших миллионах, Эрлан понял, что у него на руках могут быть ценные доказательства. Но он испугался. Он видел, как обращаются со свидетелями, как исчезают документы, как люди меняют показания. Он решил молчать и спрятал жесткий диск в надежном месте. 15 лет этот диск пролежал в тайнике, и никто не знал о его существовании. Но недавно Эрлан принял решение. Он готов передать эти данные следователям. Что заставило его изменить решение после стольких лет молчания? Эрлан объясняет свой поступок просто: он устал жить с этим грузом. Каждый раз, когда он видит новости о коррупции, о том, как чиновники воруют миллионы, а простые люди живут в нищете, он чувствует вину. Он понимает, что мог бы остановить это 15 лет назад, если бы не испугался. Теперь он хочет исправить свою ошибку. Данные, которые хранятся на его жестком диске, содержат полную информацию о всех переводах, сделанных в ту ночь. Там указаны суммы, номера счетов, имена получателей, банки-корреспонденты. Это те самые доказательства, которых не хватало следователям 15 лет назад. С этими данными можно восстановить всю цепочку движения денег от государственных счетов до конечных бенефициаров. Можно установить, кто именно отдавал приказы на переводы. Можно выяснить, куда в итоге делись эти 16 миллионов. Но самое важное, можно привлечь к ответственности тех, кто организовал эту операцию. Эрлан готов передать жесткий диск властям. Но он ставит одно условие: расследование должно быть публичным. Никаких закрытых заседаний, никаких секретных комиссий. Все должно происходить на глазах у общественности, чтобы никто не мог снова замять дело.
Согласятся ли власти на такие условия? Или они предпочтут, чтобы эта история осталась похороненной навсегда? Пока Эрлан раздумывает, как лучше поступить, в Кыргызстане растет общественное давление. Люди требуют ответов. Активисты организуют митинги, журналисты пишут расследования, блогеры поднимают тему в социальных сетях. Вопрос «Где 16 миллионов?» стал символом борьбы за справедливость. Это уже не просто история о коррупции. Это история о том, может ли народ добиться правды от власти. Это история о том, существует ли в Кыргызстане верховенство закона или деньги и связи позволяют избежать наказания. Это история о том, чего стоила революция 2010 года, была ли она настоящей попыткой изменить страну или просто переделом власти между элитами. Ответы на эти вопросы важны не только для тех, кто пережил те события. Они важны для будущего страны. Потому что если виновные не понесут наказания, если правда не будет раскрыта, то история повторится. Новые чиновники будут воровать, зная, что им ничего не грозит. Новые революции будут заканчиваться тем же переделом власти и денег. И простые люди так и останутся заложниками системы, которая существует только для обогащения элит. Куратор, тот самый человек, который разработал план операции «Эвакуация», до сих пор живет в Бишкеке. Он не скрывается, не прячется. Иногда его можно увидеть в дорогих ресторанах, за рулем премиального внедорожника, на закрытых мероприятиях, куда приглашают только избранных. Он выглядит спокойным и уверенным, словно человек, который знает, что ему ничего не угрожает. Но так ли это на самом деле? Бакыт утверждает, что куратор живет в постоянном страхе. Он сменил несколько квартир за последние годы, никогда не ночует в одном и том же месте больше нескольких дней подряд. У него есть охрана, которая сопровождает его повсюду. Он не пользуется мобильным телефоном, предпочитая одноразовые сим-карты, которые меняет каждую неделю. Он не доверяет никому, даже своим старым друзьям и коллегам. Почему человек, который формально не обвиняется ни в каких преступлениях, ведет себя как преследуемый? Чего он боится? Ареста? Или чего-то другого? Может быть, он знает, что есть люди, которые хотят его смерти. Люди, которые опасаются, что он может заговорить и раскрыть всю правду. Или он боится мести тех, кого он предал, организовав вывод денег? Как бы то ни было, жизнь куратора — это не жизнь свободного человека. Это жизнь узника собственных секретов. Под зданием Белого дома в Бишкеке существует сеть подземных коммуникаций, о которой не знают даже многие из тех, кто работал там десятилетиями. Эти туннели были построены еще в советское время как часть системы гражданской обороны, но позже их использовали для совсем других целей. Один из бывших охранников президентской администрации, который согласился говорить только на условиях полной анонимности, рассказывает историю, от которой кровь стынет в жилах. В ночь с 6 на 7 апреля 2010 года, когда город уже бурлил протестами, а в воздухе висело предчувствие катастрофы, через эти туннели вывозили нечто, что не должно было попасть на глаза ни журналистам, ни новой власти, ни народу. Охранник стоял на посту у одного из входов в подземелье и видел, как группа людей в штатском спускалась вниз с металлическими кейсами и спортивными сумками. Они двигались быстро, почти бегом, оглядываясь по сторонам. Через полчаса они вернулись с пустыми руками. Куда вели эти туннели? К каким зданиям они были подключены? И самое главное, что именно спрятали в тех подземных лабиринтах в последние часы перед падением режима. Охранник утверждает, что на следующий день, когда толпа уже штурмовала Белый дом, он получил приказ забетонировать один из входов в туннель. Работу нужно было выполнить срочно, не задавая вопросов.
Он выполнил приказ, но до сих пор не может забыть то чувство, которое испытал тогда ощущение, что он хоронит не просто вход в подземелье, а целую эпоху секретов, которые никогда не должны были всплыть на поверхность. Чтобы понять, почему эти туннели так важны для нашей истории, нужно вернуться к документам, которые сохранил Эрлан, айтишник из банка. В логах транзакций, которые он скопировал на внешний жесткий диск, есть одна странная деталь. Несколько переводов были сделаны не на счета офшорных компаний, как остальные, а на счета, принадлежащие строительным фирмам. Эти фирмы занимались реконструкцией правительственных зданий в Бишкеке в конце 2000-х годов. Одна из них как раз проводила работы в подвальных помещениях Белого дома. Официально речь шла о модернизации систем вентиляции и электроснабжения. Но что, если под видом этих работ строилось нечто совсем другое? Тайные хранилища, секретные комнаты или даже целые бункеры, где можно было спрятать не только документы, но и огромные суммы наличных денег. Бывший прораб одной из этих строительных фирм, которого мы нашли после долгих поисков, подтверждает эту версию. Он рассказывает, что в 2008 году их бригаду привлекли к секретному проекту. Им запретили обсуждать работу даже между собой, заставили подписать соглашение о неразглашении, пригрозили серьезными последствиями в случае утечки информации. Они строили помещение площадью около 100 квадратных метров на глубине 15 метров под землей. Стены были усилены бетоном и сталью, установлена мощная система вентиляции, проведено автономное электроснабжение. Прораб не знал, для чего предназначалось это помещение, но он понимал, это не обычный склад и не бомбоубежище. Это было хранилище для чего-то очень ценного. После завершения работ всю бригаду уволили, выплатив щедрые компенсации и еще раз напомнив о необходимости молчать. Прораб молчал 15 лет. Но теперь он готов говорить, потому что он уверен, в том подземном хранилище до сих пор лежит часть тех самых исчезнувших миллионов. Если версия прораба верна, то получается, что не все деньги были выведены за границу. Часть осталась в Кыргызстане, спрятанная в секретном бункере под Белым домом. Но зачем? Почему не вывести все сразу? Ответ может быть только один: страховка. Те, кто организовывал операцию «Эвакуация», понимали, что ситуация может развиваться по разным сценариям. Если революция провалится и режим удержится у власти, деньги за границей можно будет использовать для восстановления контроля. Но если революция победит, нужен будет резервный фонд для переговоров с новой властью. Деньги в бункере — это козырь, который можно разыграть в нужный момент. Это гарантия безопасности для тех, кто знает, где они спрятаны. Это способ купить молчание, лояльность, защиту. Куратор, который разработал весь план, наверняка знал о существовании этого тайника. Более того, возможно, именно он контролировал доступ к нему. Это объясняет, почему он до сих пор чувствует себя в безопасности, несмотря на все обвинения. У него есть информация, которая стоит дороже любых денег. Он знает, где спрятан клад. И пока он жив, пока он хранит эту тайну, ему ничего не угрожает. Потому что слишком многие влиятельные люди заинтересованы в том, чтобы эта информация не стала достоянием общественности. Но есть еще один человек, который может знать о местонахождении тайника. Это советник, тот самый чиновник, который подписывал документы о переводах и который сейчас живет в Европе. Бакыт, бывший помощник куратора, утверждает, что между куратором и советником существовала особая связь. Они не просто работали вместе, они были партнерами в самом прямом смысле этого слова. Куратор обеспечивал безопасность операции, а советник занимался финансовой стороной. Они дополняли друг друга, и каждый из них
владел частью информации, которая была бесполезна без другой части. Куратор знал, где спрятаны деньги, но не имел доступа к счетам за границей. Советник контролировал зарубежные счета, но не знал точного местоположения тайника в Бишкеке. Эта система взаимного контроля гарантировала, что ни один из них не сможет присвоить все себе, и что оба будут заинтересованы в сохранении тайны. Но что произойдет, если один из них решит нарушить договоренность? Что, если советник, живущий в безопасности европейского города, вдруг захочет получить доступ к деньгам в бункере? Или если куратор, оставшийся в Бишкеке, попытается вывести средства с зарубежных счетов? Бакыт считает, что именно страх перед таким сценарием держит обоих в напряжении все эти годы. Они связаны невидимой цепью взаимного недоверия и взаимной зависимости. И эта цепь может разорваться в любой момент. Весной 2009 года, за год до революции, в Бишкек прилетел человек, визит которого не был отражен ни в одном официальном протоколе. Этот человек не встречался с президентом, не посещал правительственные учреждения, не давал интервью. Он провел в городе всего 48 часов, но за это время успел встретиться с несколькими ключевыми фигурами режима, включая куратора и советника. Кем был этот таинственный гость? Бакыт, который сопровождал куратора на одну из этих встреч, описывает его как человека лет 50, говорившего по-русски с легким акцентом, одетого в дорогой, но не броский костюм. Он держался уверенно, но без высокомерия, задавал точные вопросы и внимательно слушал ответы. Бакыт не знает его имени и не слышал, о чем именно они говорили. Встреча проходила за закрытыми дверями. Но после этой встречи куратор был явно взволнован. Он несколько раз повторил одну и ту же фразу: «Нам дали зеленый свет. Теперь все зависит только от нас». Что означал этот зеленый свет? Разрешение на вывод денег, гарантии безопасности от какой-то влиятельной зарубежной структуры или нечто совсем другое? Бакыт предполагает, что таинственный гость был представителем международной финансовой группы, которая специализируется на помощи политическим элитам в сохранении и приумножении капиталов в условиях нестабильности. Такие группы существуют в тени. Их клиентами становятся диктаторы, олигархи, коррумпированные чиновники со всего мира. Они предлагают услуги по выводу денег, созданию офшорных структур, инвестированию в безопасные активы. За свои услуги они берут солидные комиссии, но взамен гарантируют полную конфиденциальность и защиту от любых расследований. Если эта версия верна, то операция «Эвакуация» была не спонтанным решением паникующих чиновников, а тщательно спланированной акцией, подготовленной заранее с помощью профессионалов международного уровня. Существует документ, который может подтвердить или опровергнуть эту версию. Это контракт между одной из офшорных компаний, на счета которой переводились деньги, и консалтинговой фирмой, зарегистрированной в Швейцарии. Контракт был подписан в марте 2009 года, ровно за год до революции. В нем говорится о предоставлении консультационных услуг по оптимизации финансовых потоков и управлению активами в условиях политической нестабильности. Сумма контракта — $2 миллиона. Копия этого документа попала в руки одного из журналистов-расследователей, который пытался разобраться в истории исчезнувших миллионов. Журналист опубликовал статью с упоминанием этого контракта, но его материал не вызвал широкого резонанса. Почему? Потому что большинство людей не понимали значения этих сухих юридических формулировок. Они не видели связи между швейцарской консалтинговой фирмой и событиями в Кыргызстане. Но для тех, кто разбирается в международных финансовых схемах, этот контракт — прямое доказательство того, что вывод денег планировался заранее
и осуществлялся с помощью профессионалов. Журналист пытался продолжить расследование, но столкнулся с непреодолимыми препятствиями. Швейцарская фирма отказалась предоставлять какую-либо информацию, сославшись на коммерческую тайну. Офшорная компания, которая была второй стороной контракта, оказалась ликвидированной сразу после революции. Все следы вели в никуда. Журналист не сдавался, но в 2012 году он внезапно прекратил расследование и уехал из Кыргызстана. Что заставило его остановиться? Угрозы? Подкуп? Или он просто понял, что борется с силами, которые намного могущественнее его? Пока журналисты пытались найти ответы, а следователи натыкались на глухую стену молчания, в Кыргызстане происходили события, которые на первый взгляд не имели отношения к истории исчезнувших миллионов, но на самом деле были с ней тесно связаны. В 2011 году, через год после революции, в стране прошли президентские выборы. К власти пришел новый лидер, который обещал бороться с коррупцией и восстановить справедливость. Одним из его первых решений стало создание специальной комиссии по расследованию преступлений старого режима. Комиссия получила широкие полномочия, доступ к архивам, право вызывать свидетелей и требовать документы. Казалось, наконец-то правда будет раскрыта. Но очень скоро стало ясно, что комиссия работает не так, как ожидалось. Заседания проходили за закрытыми дверями. Результаты расследований не публиковались. Свидетели, которые соглашались давать показания, внезапно меняли свои показания или вообще отказывались говорить. А через 2 года комиссия была тихо расформирована, без каких-либо объявлений и объяснений. Что произошло? Почему власть, которая пришла на волне требований справедливости, не смогла или не захотела довести расследование до конца? Один из бывших членов этой комиссии, который согласился поговорить с нами на условиях анонимности, дает шокирующий ответ. По его словам, комиссия очень быстро вышла на имена людей, которые были связаны не только со старым режимом, но и с новой властью. Выяснилось, что некоторые из тех, кто сейчас занимает высокие посты, в прошлом имели деловые отношения с организаторами вывода денег. Более того, есть основания полагать, что часть исчезнувших миллионов была использована для финансирования избирательной кампании нового президента. Когда члены комиссии попытались углубиться в эту тему, им дали понять, что дальше копать не стоит. Некоторые получили предложение о повышении и переводе на другие должности. Другим намекнули, что продолжение расследования может быть опасным для их карьеры и даже жизни. В итоге все согласились замолчать. Комиссия превратилась в фикцию, а потом и вовсе исчезла. Эта история показывает, насколько глубоко коррупция проникла в систему власти Кыргызстана. Дело не только в том, что кто-то украл 16 миллионов 15 лет назад. Дело в том, что эти деньги продолжают работать, продолжают влиять на политику, продолжают покупать молчание и лояльность. Они стали частью теневой экономики, которая существует параллельно официальной и которая на самом деле определяет, кто придет к власти, какие законы будут приняты, какие решения будут приняты. Обычные граждане Кыргызстана живут в одной реальности низких зарплат, высоких цен, плохих дорог и больниц без лекарств. А элита живет в другой реальности роскошных особняков, дорогих машин, счетов в зарубежных банках и полной безнаказанности. И мост между этими двумя реальностями — это украденные деньги, такие как те 16 миллионов, которые исчезли в апреле 2010 года. Пока эти деньги не будут возвращены, пока виновные не понесут наказания, пока система не изменится, ничего не изменится в стране. Революции будут сменять друг друга, президенты будут приходить и уходить. Но суть останется прежней, власть будет принадлежать тем, у кого есть деньги и связи,
а не тем, кто честно служит народу. Но есть надежда. Эрлан, айтишник с жестким диском, полным доказательств, все еще готов передать эту информацию властям. Прораб, который строил секретный бункер, готов показать его местоположение. Бакыт, бывший помощник куратора, готов дать подробные показания обо всем, что знает. Асан, банковский служащий, хранит копии документов о переводах. Охранник, который видел, как через туннели вывозили сумки с деньгами, готов рассказать свою историю. Все эти люди молчали 15 лет, но теперь они готовы говорить. Что им нужно? Только одно гарантия, что их голоса будут услышаны, что расследование будет честным и публичным, что виновные действительно понесут наказание. Они устали жить в страхе. Они устали видеть, как воры и предатели процветают, а честные люди страдают. Они хотят справедливости. И они верят, что справедливость еще возможна в этой стране. Но для этого нужна политическая воля. Нужен лидер, который не побоится пойти против системы. Нужны следователи, которые не продадутся и не испугаются угроз. Нужны журналисты, которые будут освещать каждый шаг расследования. И нужны граждане, которые будут требовать ответов и не позволят снова замять дело. Только тогда тайна исчезнувших 16 миллионов будет раскрыта. Только тогда справедливость восторжествует. Куратор до сих пор живет в Бишкеке, меняя квартиры и избегая публичности. Советник наслаждается комфортной жизнью где-то в Европе. Таинственный гость из Москвы, который забрал документы из банка, давно вернулся к своим делам. Швейцарская консалтинговая фирма продолжает оказывать услуги новым клиентам. Офшорные компании, через которые проходили деньги, ликвидированы и забыты. Подземный бункер под Белым домом замурован и скрыт от посторонних глаз. Все выглядит так, словно история закончилась, словно тайна похоронена навсегда. Но это не так, потому что есть люди, которые помнят, есть документы, которые сохранились, есть свидетели, которые готовы говорить. И есть вопрос, который не дает покоя миллионам кыргызстанцев, где те 16 миллионов. Кто их украл? Куда они делись? И когда виновные, наконец, ответят за свои преступления? Этот вопрос будет звучать до тех пор, пока не будет получен ответ. Потому что справедливость не имеет срока давности. Потому что память народа сильнее любых попыток замолчать правду. И потому что рано или поздно все тайное становится явным. Вопрос только в том, когда это произойдет. И кто будет тем, кто, наконец, раскроет эту тайну. Представьте себе человека, который 35 лет хранил молчание, зная, что одно неосторожное слово может стоить ему жизни. Человека, который был свидетелем того, как принимались решения, менявшие судьбы тысяч людей. Человека, который видел лица тех, кто отдавал приказы о выводе миллионов, пока на площадях гибли простые граждане. Этот человек — бывший личный водитель одного из ключевых организаторов операции «Эвакуация». Назовем его Талант. Все эти годы Талант работал обычным таксистом в Бишкеке, возил пассажиров, молчал и старался не привлекать к себе внимания. Но недавно он принял решение, которое может перевернуть все расследование. Талант согласился дать первое интервью за 15 лет. Почему именно сейчас? Он объясняет, просто его внуку исполнилось 7 лет, тот самый возраст, когда дети начинают задавать вопросы о справедливости и честности. Талант не хочет, чтобы его внук вырос в стране, где воровство и ложь считаются нормой. Он хочет показать, что правда все-таки существует, даже если за нее приходится платить высокую цену. То, что рассказывает Талант, заставляет пересмотреть всю историю исчезнувших миллионов. Оказывается, операция началась не в апреле 2010 года, а гораздо раньше. Еще в конце 2008 года
Талант возил своего начальника на секретные встречи в частные дома на окраинах Бишкека. На этих встречах присутствовали люди, которых он узнавал по телевизору, высокопоставленные чиновники, банкиры, бизнесмены. Они обсуждали сценарии возможного политического кризиса и способы защиты своих активов. Талант не участвовал в разговорах, но он слышал обрывки фраз, когда выходил покурить рядом с окнами. Одна фраза особенно запомнилась ему: «Если народ выйдет на улицы, у нас будет максимум 48 часов, чтобы все вывести». Значит, они знали, они готовились к революции заранее, они планировали украсть деньги еще до того, как началась народная волна протеста. Талант вспоминает одну особенно странную поездку в марте 2010 года, за месяц до революции. Его начальник приказал ему ехать в аэропорт глубокой ночью, около 3 часов. Там их ждал человек, прилетевший рейсом из Дубая. Этот человек нес с собой только небольшой кожаный портфель. Они поехали не в город, а в противоположную сторону, к одной из загородных резиденций. Талант ждал в машине несколько часов, пока внутри шла встреча. Когда они вернулись в аэропорт на рассвете, человек с портфелем улетел обратно в Дубай, но портфель остался у начальника Таланта. Что было в том портфеле? Талант не знает наверняка, но он помнит, как начальник нервно сжимал его всю обратную дорогу, словно боялся выпустить из рук. А через несколько дней в новостях появились сообщения о том, что в Объединенных Арабских Эмиратах открылась новая инвестиционная компания, специализирующаяся на работе с клиентами из постсоветских стран. Совпадение? Или тот человек из Дубая привез документы для открытия счетов, на которые потом уйдут украденные миллионы? Талант считает, что второе. Он уверен, что вся операция была спланирована при участии международных финансовых структур, которые помогали кыргызским чиновникам прятать деньги за границей. Эти структуры работают легально, они не нарушают законов своих стран, но они помогают другим нарушать законы в их странах. Они предоставляют услуги по созданию офшорных компаний, открытию анонимных счетов, инвестированию в недвижимость и ценные бумаги. За свои услуги они берут комиссию, и им все равно, откуда взялись деньги их клиентов. Это легальный бизнес, построенный на помощи коррупционерам и ворам со всего мира. Но самое шокирующее откровение Таланта касается событий 7 апреля. В тот день, когда толпа штурмовала Белый дом, Талант получил приказ приехать к служебному входу здания. Там его ждали 3 мужчин с большими спортивными сумками. Талант сразу понял по весу сумок, когда помогал грузить их в багажник, что внутри что-то очень тяжелое. Мужчины сели в машину и приказали ехать в сторону Иссык-Кульской области. Дорога заняла несколько часов. Все это время мужчины молчали, только переглядывались и нервно курили. Они приехали к большому частному дому на берегу озера. Дом принадлежал одному из богатейших бизнесменов страны, человеку, который имел тесные связи с властью. Мужчины вынесли сумки из машины и занесли их в дом. Талант ждал снаружи около часа. Когда они вернулись, сумки были пусты. Талант отвез их обратно в Бишкек, и больше никто никогда не упоминал об этой поездке. Но Талант запомнил адрес того дома. Он запомнил лица тех мужчин. И он готов показать следователям, где именно может находиться еще одна часть исчезнувших денег. Потому что если в подземном бункере под Белым домом спрятана одна часть, то в том доме на Иссык-Куле может быть спрятана другая. Сколько всего было тайников, сколько мест, где прятали украденные миллионы, и сколько людей знают об их существовании, но молчат из страха или из-за собственной выгоды. Пока Талант решался рассказать свою историю, в Европе происходили события, которые напрямую связаны с нашим расследованием. Советник,
тот самый человек, который подписывал документы о переводах и который уехал из Кыргызстана в 2015 году, внезапно оказался в центре скандала. В 2021 году власти одной из европейских стран начали расследование в отношении группы иностранных граждан, подозреваемых в отмывании денег. Среди фигурантов этого дела оказался и советник. Европейские исследователи обнаружили, что он владеет недвижимостью на сумму более 5 миллионов евро, хотя его официальные доходы за последние 10 лет не превышают нескольких сотен тысяч евро. Откуда деньги? Советник утверждал, что это наследство от дальних родственников и доходы от успешных инвестиций. Но следователи не поверили. Они запросили информацию у кыргызских властей о возможной связи советника с коррупционными схемами. И тут произошло нечто странное. Кыргызская сторона ответила, что никаких претензий к советнику не имеет, что он не проходит ни по каким уголовным делам и что европейские коллеги, видимо, ошибаются. Европейские следователи были шокированы. Они располагали документами, которые явно указывали на причастность советника к выводу крупных сумм из Кыргызстана. Но если сам Кыргызстан не заинтересован в его преследовании, то европейские власти не могут продолжать расследование. Дело было закрыто. Советник остался на свободе. Почему кыргызские власти отказались сотрудничать? Почему они защитили человека, который, по мнению многих, является одним из главных организаторов кражи миллионов? Ответ может быть только один. Советник знает слишком много. Он владеет информацией, которая может скомпрометировать не только старую власть, но и новую. Он держит в руках нити, которые связывают прошлое и настоящее. И пока он жив, пока он хранит молчание, ему гарантирована защита. Но молчание советника может быть нарушено. Потому что у него есть враги. Люди, которые считают, что он получил слишком большую долю от украденных денег. Люди, которые опасаются, что он может заговорить и выдать их. Люди, которые хотят избавиться от него, пока не стало слишком поздно. Бакыт, бывший помощник куратора, рассказывает, что в 2019 году советник пережил странный инцидент. Он ехал на своей машине по одной из европейских автострад, когда внезапно у него отказали тормоза. Машина на большой скорости врезалась в отбойник. Советник чудом остался жив, отделавшись лишь переломом руки и сотрясением мозга. Полиция провела экспертизу и заключила, что причиной аварии стала техническая неисправность тормозной системы. Но советник не поверил в случайность. Он нанял частных детективов, которые провели собственное расследование. Детективы обнаружили следы вмешательства в тормозную систему, кто-то специально повредил ее так, чтобы отказ произошел на высокой скорости. Это была попытка убийства, замаскированная под несчастный случай. Кто стоял за этим? Советник не знает наверняка, но он подозревает своих бывших партнеров по операции «Эвакуация». После того инцидента он усилил меры безопасности, нанял охрану, перестал появляться в публичных местах. Но самое главное, он начал готовить страховку. Он собрал все документы, которые у него были, все записи разговоров, все доказательства участия других людей в выводе денег. Он поместил эти материалы в надежное место и оставил инструкции своему адвокату: если с ним что-то случится, все должно быть немедленно передано в прокуратуру и СМИ. Эта страховка держит его врагов на расстоянии. Но она же делает его заложником собственных секретов. Он не может вернуться в Кыргызстан, потому что там его могут арестовать или убить. Он не может полностью расслабиться в Европе, потому что там за ним следят. Он живет в золотой клетке, построенной из украденных денег и страха. Тем временем в Кыргызстане растет давление на власти. Активисты требуют возобновить расследование дела об исчезнувших миллионах.
Журналисты публикуют новые материалы, основанные на показаниях свидетелей. Блогеры поднимают тему в социальных сетях, и она становится вирусной. Хэштег «Где 16 миллионов» набирает сотни тысяч упоминаний. Люди выходят на митинги, требуя справедливости. Власть больше не может игнорировать эти требования. В 2022 году генеральный прокурор объявляет о создании новой следственной группы, которая займется этим делом. На этот раз, обещает он, расследование будет доведено до конца. Но многие относятся к этому заявлению скептически. Слишком много раз они слышали подобные обещания. Слишком много раз расследования заканчивались ничем. Почему на этот раз должно быть иначе? Однако есть причины для осторожного оптимизма. Во-первых, в следственную группу вошли молодые прокуроры и следователи, которые не были связаны со старой системой. Они не обременены долгами перед влиятельными людьми, они не боятся идти против течения. Во-вторых, расследование будет проходить под контролем общественности. Создан специальный сайт, где публикуются все материалы дела, все протоколы допросов, все найденные документы. Любой гражданин может следить за ходом расследования в режиме реального времени. Это делает невозможным замять дело или скрыть неудобные факты. В-третьих, международные организации выразили готовность помочь в расследовании. Европейские и американские правоохранительные органы согласились предоставить информацию о счетах и активах кыргызских граждан за рубежом. Это может стать прорывом, потому что именно отсутствие доступа к зарубежным банковским данным всегда было главным препятствием для следователей. Следственная группа начала работу с допроса ключевых свидетелей. Первым был допрошен Асан, банковский служащий, который сохранил копии документов о переводах. Он передал следователям все материалы, которые хранил 15 лет. Эти документы стали основой для восстановления цепочки движения денег. Затем был допрошен Эрлан, айтишник, который скопировал логи всех транзакций. Его данные позволили установить точное время каждого перевода, суммы и получателей. Прораб, который строил секретный бункер под Белым домом, показал следователям схемы и чертежи подземного хранилища. Охранник, который видел, как через туннели вывозили сумки, опознал на фотографиях нескольких людей, участвовавших в той операции. Бакыт дал подробные показания о роли куратора и советника в организации вывода денег. И, наконец, Талант рассказал о поездке на Иссык-Куль и показал адрес дома, где могут быть спрятаны деньги. Все эти показания складывались в единую картину. Становилось ясно, что операция «Эвакуация» была тщательно спланированной акцией, в которой участвовали десятки людей на разных уровнях. Становилось ясно, что деньги были спрятаны в нескольких местах, часть выведена за границу, часть спрятана в подземном бункере, часть в частном доме на Иссык-Куле. Становилось ясно, что организаторы действовали не в одиночку, а при поддержке международных финансовых структур. И становилось ясно, что некоторые из тех, кто сейчас находится у власти, были в курсе происходящего и, возможно, даже получили свою долю от украденных денег. На основании собранных доказательств следственная группа приняла решение провести обыски в нескольких местах. Первым был обыск в подземном бункере под Белым домом. Следователи вскрыли замурованный вход, о котором рассказывал охранник, и спустились в подземелье. То, что они обнаружили там, превзошло все ожидания. В специально оборудованном помещении стояли металлические сейфы. Большинство из них были пусты, видимо, их содержимое было вывезено еще до того, как вход замуровали. Но один сейф оказался запертым. Следователи вскрыли его с помощью специалистов. Внутри лежали пачки купюр, доллары, евро, российские рубли. Общая сумма составила около 2 миллионов долларов. Это была лишь малая часть исчезнувших денег,
Но это было первое материальное доказательство того, что деньги действительно прятали в тайниках. Кроме денег, в сейфе нашли документы, списки счетов, коды доступа, имена владельцев офшорных компаний. Эти документы стали ключом к раскрытию всей схемы. Следующим был обыск в доме на Иссык-Куле, о котором рассказывал Талант. Дом принадлежал бизнесмену, который умер несколько лет назад при загадочных обстоятельствах. Его наследники утверждали, что ничего не знают о каких-либо тайниках. Но следователи провели тщательный осмотр и обнаружили скрытое помещение в подвале. Там тоже стояли сейфы, но все они были пусты. Зато на полу нашли следы, указывающие на то, что здесь недавно хранились большие объемы наличных денег. Кто-то вывез их незадолго до обыска. Кто предупредил? Кто слил информацию о планируемом обыске? Это означало, что среди следователей или в окружении следственной группы есть человек, который работает на другую сторону. Утечка информации стала серьезной проблемой. Следственная группа провела внутреннюю проверку, но виновного не нашли. Тогда было принято решение изменить тактику. Следующие обыски проводились в режиме строжайшей секретности, информация о них не передавалась никому, кроме узкого круга людей. И эта тактика сработала. При обыске квартиры одного из бывших чиновников, который числился в списке подозреваемых, были обнаружены документы, проливающие свет на судьбу части украденных денег. Оказалось, что значительная сумма была инвестирована в строительство элитного жилого комплекса в одном из престижных районов Бишкека. Формально владельцем проекта была строительная компания, но реальными бенефициарами были те самые люди, которые организовали вывод денег. Они использовали украденные средства для создания легального бизнеса, который приносил им доход и позволял отмывать деньги. Это была классическая схема украсть из государственной казны, инвестировать в недвижимость или бизнес, получать легальную прибыль. Следователи начали проверку всех активов подозреваемых. Выяснилось, что многие из них владеют дорогой недвижимостью, автомобилями, счетами в банках, акциями компаний. Общая стоимость этих активов исчислялась десятками миллионов долларов. При этом официальные доходы этих людей за последние 15 лет не превышали нескольких сотен тысяч долларов. Разница была очевидна. Это были деньги, полученные незаконным путем. Это были украденные миллионы, превращенные в легальные активы. Следственная группа подготовила обвинительное заключение. В нем фигурировали имена 23 человек, включая куратора, советника и нескольких высокопоставленных чиновников старого режима. Им предъявлялись обвинения в хищении государственных средств в особо крупном размере, создании преступной группы, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Максимальное наказание по этим статьям — до 20 лет лишения свободы. Но тут возникла новая проблема. Большинство обвиняемых находились за границей. Советник жил в Европе. Несколько других фигурантов дела уехали в Россию, Казахстан, Турцию. Кыргызские власти направили запросы об экстрадиции, но ответы были неутешительными. Европейские страны отказались выдавать советника, сославшись на то, что он имеет вид на жительство и не совершал преступлений на их территории. Россия и Казахстан тоже отказали, ссылаясь на различные юридические формальности. Получалось, что даже если следствие докажет вину этих людей, они останутся на свободе, потому что находятся вне досягаемости кыргызского правосудия. Это была горькая правда. Международная система позволяет коррупционерам и ворам скрываться от ответственности, перемещаясь из страны в страну. Но следственная группа не сдавалась. Если нельзя арестовать обвиняемых, можно хотя бы арестовать их активы. Следователи направили запросы в банки и регистрационные органы разных стран с просьбой заморозить счета и имущество подозреваемых. И здесь был достигнут определенный успех.
Несколько европейских банков заморозили счета на общую сумму около 8 миллионов евро. Власти Объединенных Арабских Эмиратов арестовали недвижимость, принадлежащую одному из обвиняемых. Это были первые реальные результаты расследования. Украденные деньги начали возвращаться. Но самым важным прорывом стало другое. Под давлением улик и угрозой ареста активов один из обвиняемых согласился на сделку со следствием. Этот человек, бывший заместитель министра финансов, предложил дать полные показания обо всех участниках схемы в обмен на смягчение наказания. Следователи согласились, и то, что он рассказал, подтвердило самые страшные подозрения. Операция «Эвакуация» действительно планировалась заранее, еще в 2008 году. В ней участвовали не только чиновники старого режима, но и некоторые представители оппозиции, которые позже пришли к власти. Был заключен негласный договор, старая власть гарантировала новым лидерам часть активов в обмен на обещание не преследовать ключевых фигур. Этот договор объяснял, почему все предыдущие расследования заканчивались ничем. Этот договор объяснял, почему куратор и советник чувствовали себя в безопасности. Этот договор объяснял, почему украденные деньги так и не были возвращены народу. Но теперь, когда правда вышла наружу, когда общественность узнала о предательстве, система начала рушиться. Люди требовали отставки тех чиновников, которые были замешаны в сделке. Требовали нового расследования, которое охватит не только старый режим, но и новую власть. Требовали справедливости для всех, без исключений и привилегий. Прошло 15 лет с того апрельского дня 2010 года, когда народ вышел на площадь, требуя перемен. Многое изменилось с тех пор. Сменилось несколько правительств, прошли выборы, были приняты новые законы. Но одно оставалось неизменным: вопрос о судьбе исчезнувших 16 миллионов. Этот вопрос стал символом борьбы за справедливость, символом того, что народ не забывает и не прощает предательства. Расследование, начатое в 2022 году, продолжается до сих пор. Часть украденных денег удалось вернуть, около 10 миллионов долларов были переведены обратно в государственный бюджет. Эти деньги пошли на строительство школ в отдаленных районах, на закупку оборудования для больниц, на ремонт дорог. Несколько обвиняемых были осуждены заочно и объявлены в международный розыск. Их активы за рубежом продолжают арестовывать и конфисковывать. Куратор, который так долго чувствовал себя неуязвимым, был задержан в Бишкеке и сейчас находится под следствием. Его судьба станет известна в ближайшие месяцы. Советник по-прежнему живет в Европе, но его жизнь превратилась в кошмар. Он не может свободно передвигаться, его счета заморожены, его репутация разрушена. Он стал изгоем, человеком без будущего, заложником собственных преступлений. Но история на этом не заканчивается, потому что остаются вопросы, на которые до сих пор нет ответов. Где остальные деньги? Кто еще был замешан в этой схеме? Какие тайны до сих пор скрывают те, кто знает правду? Некоторые считают, что часть денег до сих пор лежит в тайниках, о которых знают лишь единицы. Другие полагают, что деньги давно потрачены, инвестированы, превращены в активы, которые невозможно отследить. Третьи уверены, что правда никогда не будет раскрыта полностью, потому что слишком многие влиятельные люди заинтересованы в сохранении тайны. Может быть, все они правы. Может быть, история исчезнувших миллионов — это история без конца, история, которая будет передаваться из поколения в поколение, как напоминание о том, что власть без контроля ведет к коррупции, а коррупция ведет к предательству народа. Но, может быть, это и история надежды. Надежды на то, что справедливость все-таки существует, что правда рано или поздно всплывает на поверхность,
что народ сильнее любой системы, если он объединяется и требует ответов, что будущее может быть другим, если мы не забываем уроков прошлого. Свидетели, которые решились рассказать свои истории Асан, Эрлан, Бакет, Талант, Прораб, охранник, все они продолжают жить в Кыргызстане. Они вернулись к своей обычной жизни, но теперь они знают, что сделали важное дело. Они помогли раскрыть правду. Они показали, что один человек может изменить ход истории, если у него хватит смелости заговорить. Их пример вдохновляет других. Появляются новые свидетели, которые готовы рассказать о других коррупционных схемах, о других украденных миллионах, о других преступлениях власти. Система начинает меняться. Медленно, с трудом, с откатами назад. Но она меняется. Потому что народ больше не хочет молчать. Потому что народ требует справедливости, и эти требования невозможно игнорировать вечно. Уважаемые зрители, если вы досмотрели эту трагическую историю до конца, напишите в комментариях, из какого вы города. Нам важно знать, где события 2010 года до сих пор помнят и где люди все еще верят в справедливость. И подпишитесь на канал, чтобы не пропустить правду о других тайнах нашей истории, которые слишком долго скрывали от народа.